Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот наши темы. Навстречу исламской экономике. Сегодня этот рынок очень востребован и очень нужен. За что наградили, о чем договорился Рустам Минниханов в Объединенных Арабских Эмиратах, расскажет Дмитрий Аринин. Вопрос на засыпку. Но мы же не знаем, что это. Может, это плановое. Неизвестные засыпают озеро Ковалинское. Кто, как и почему идет на варварство, узнавал Рамиль Шайдулин. Вступайте в кооператив. К сожалению, очень многие хорошие начинания переходят в так называемые серые схемы. Сможет ли кооперативное строительство полностью заменить долевое? И как оно работает сейчас, узнавал Сергей Хайдаров. Контрасты Японии. В Казани открылись Дни японской культуры. Об этом Анна Городнова. В Татарстане раскрыли ячейку, запрещенной в России ИГИЛ. Совместную спецоперацию провели ФСБ, МВД и Росгвардия. В Челнах у схрона с оружием с поличным был захвачен один из участников группы. Одновременно задержали еще 17 человек. В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и экстремистская литература. Как выяснили ФСБ, лидером джихадистского сообщества являлся ранее судимый житель Автограда. Ячейку координировали главари из-за рубежа. Члены группы хотели совершить ряд резонансных акций на территории России и присоединиться к боевикам в Сирии. К другим новостям. Исламский банкинг – это не раздача денег в мечетях, как представляют некоторые чиновники. Об этом Рустам Минниханов заявил в Дубае. В Арабских Эмиратах открылся глобальный исламский экономический саммит. 3000 делегатов со всего мира. Что этот визит может дать Татарстану? Об этом подробно Дмитрий Аринин. Вручается его превосходительству президенту Рустаму Минниханову. Премия за развитие исламской экономики вручается с 2013 года. На этот раз лучшими признали усилия президента Татарстана. Этот визит в Дубай – еще один шаг на этом поприще. На открытии глобального исламского экономического саммита, где собрались более 3000 участников со всего мира, Рустам Минниханов заявил, республика готова к широкому сотрудничеству. У нашей республики налажены хорошие взаимовыгодные связи со многими исламскими странами, экономических и культурных сферах. Мы успешно сотрудничаем с Организацией исламского сотрудничества, Исламским банком развития. Ведем активную работу по развитию сектора исламских финансов и индустрии халяль. Наследный принц Дубая в разговоре с Рустамом Миннихановым отметил, Татарстан активно помогает в укреплении сотрудничества России и Объединенных Арабских Эмиратов. Как работать дальше, обсудили уже с министром экономики этой страны. Как считают, главное связующее звено – создание в Татарстане Международного исламского финансового центра. Понятие «исламская экономика» появилось в середине прошлого века. Ее суть в том, чтобы финансовые операции не противоречили Корану. Один из главных принципов – запрет процента по судам. В Объединенных Арабских Эмиратах, где проходит саммит, исламская экономика – одна из самых развитых в мире. Здесь большое развитие получили исламские финансы, индустрия халяль-еды и халяль-туризм. Катализатор тесного сотрудничества – Исламский банк развития. С его руководителем Рустам Минниханов также за столом переговоров. Нам нужно изменить законодательство, нам нужно изменить свое отношение к этому. Понимание наших чиновников, Исламский банк где-то в мечети раздают деньги. Это глубоко ошибочно. И вот я хотел бы сказать, что господин Гальков, он представляет Министерство экономического развития Российской Федерации. Мы его тоже подключим для того, чтобы активизировать работу вообще с исламским миром, но и продвижение инструментов исламского банкинга и вообще халяльного образа жизни. В интервью агентству Thomson Reuters Рустам Минниханов объяснил, почему в России рынок халяль будет очень востребован. Более 20 миллионов мусульман проживает в нашей стране, в России. И, конечно же, эти люди, они нуждаются в принципах, которые дадут возможность образования, медицины, туризма, халяльный образ жизни, халяльной парфюмерии. То есть сегодня этот рынок очень востребован и очень нужен.
Дубай в этом деле должен стать хорошим учителем и партнером. А чтобы все исламские бизнесмены получше познакомились с возможностями нашей республики, Рустам Минниханов пригласил посетить проводимый у нас ежегодный Казан-саммит. Дмитрий Аринин, Давид Абдуллин, Шат Мухаметов, ТНВ, Дубай. Они мечтают построить роботов и покорить с ними космос. Сегодня в республике стартовал региональный чемпионат Обилимпикс. Это специальное соревнование для лиц с ограниченными возможностями здоровья, но профессионализма им не занимать. 187 участников, 25 компетенций и 3 категории – школьники, студенты и специалисты. О молодых профессионалах и их изобретениях Салават Мухаммадуллин. Два крупных города республики – Казань и Нижнекамск. 4 основные площадки. Мощнейшие центры подготовки профессионалов. Соревнуются сегодня участники на тех же базах, где готовят будущих чемпионов WorldSkills. Робот работает, человек наблюдает. Первое задание на конкурсе в Нижнекамске – работа на промышленных производствах. Так на заводах передвигают многотонные грузы, а так занимаются лазерной резкой. Хотя у этих ребят в планах кое-что пограндиознее. Презентация про космос. Космосом можно шить люди, а роботы для того, чтобы строить дома, чтобы могли шить люди. Робот еще может делать спутник, чтобы наблюдать планету. Это уже Казань и торгово-экономический техникум. Здесь лучшего мастера определят в 8 профессиях. Для Илины Баймуратовой космос в объективе. 11-классница участвует в компетенции фотограф и репортер. У девушки с рождения проблемы со зрением, и сегодня у нее операция. Так совпало, но девушка настроена на творчество. Я вообще и прически люблю делать, и фотографировать. Как-то, со зрением, конечно, да, бывает трудновато, но, думаю, все получится. Получается делать бизнес-планы и разбираться в экономике у Степана Нарушева. Такие способности студент Лениногорского колледжа раскрыл во время учебы по специальности электрик. Сегодня на конкурсе он разрабатывает проект открытия пекарни. Описание продукта, сколько будет стоить, сколько выгоды, сколько дохода будет, сколько расхода уходить на эту работу. Работают сегодня в колледже малого бизнеса и предпринимательства. Соревнуются здесь в 10 компетенциях. Это и кондитеры, повара, портные, дизайнеры. Они получают определенный потенциал в том, чтобы реализовать свои возможности. Обилимпикс на 2 дня сконцентрировал лучших специалистов республики в Казани и Нижнекамске по 25 компетенциям. Это большой прогресс по сравнению с прошлым годом. Было 7, стало 25. Соответственно, в этом году победителей и участников больше, а значит и мест трудоустройства нам надо будет предлагать, искать для этих ребят. Профориентация, компьютерный банк. Параллельно с чемпионатом на этой же площадке проходит ярмарка вакансий. По итогам прошлогоднего национального чемпионата нашли работу или учебу 79% участников. В этом задача выдержать планку. Сегодня в Казани трудоустроен практически каждый 3-й человек с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат должен повысить эту цифру. Кроме того, победители регионального этапа представят республику в Москве на национальном чемпионате. Салават Мухаммадуллин, Александр Комаров, Ринат Сафин, Евгений Лызаев, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Наперекор природе в Лаишском районе кто-то уничтожает одно из самых больших озер Татарстана. Водоем вблизи села Песчаные Ковыли начали засыпать, причем выкорчевывая деревья. Озеро под угрозой исчезновения. Сейчас экологи ищут нарушителей. Кому приглянулся лакомый кусок природы, выяснял Рамиль Шайдуллин. Берег вот отсюда шел и сюда. Узкое место вот это было и здесь. Самое глубокое место. Сейчас же с берега на другой можно даже перепрыгнуть. Настолько Ковалинское озеро сузилось. После того, как кто-то начал засыпать его берега. Причем с использованием тяжелой строительной техники, уверяют очевидцы. Мы это слышали, видели 2 недели назад примерно. Трактора, экскаваторы работали, гудят. Но мы же не знаем, что это. Может, это плановое. Увидев, во что превращается озеро, местные жители забили тревогу в народном контроле. Засыпается переток системы озер в Песчаных Ковылях. Засыпка уже привела к сильнейшему обмельчанию озера. Остановите варваров. Сейчас же берег буквально немного и скоро сомкнется с другим. Остался буквально вот такой вот узкий проток. И материалом для насыпи служит не только глина, но и молодые деревца и их корневая система. Буквально немного, и они поделят озеро на 2. Минимум 200 тысяч рублей штрафа. Вот что, по словам экологов, ждет виновных из-за незаконного уничтожения леса и за перемещения плодородного слоя почвы. Дополнительно
Направлены запросы в исполнительный комитет Лаишевского района, в управление охраны животного мира, комитет биоразнообразия, также в отдел полиции Лаишевского района для сбора информации о правонарушителях на данной территории. Озеро Ковалинское – памятник природы, и сразу после покушения на него экологи возбудили административное расследование. Пока работы у водоема прекратились, нарушителей ищут. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Лаишевский район. Неравнодушных к природе отметили сегодня в Казани, подвели итоги эко-фестиваля «Будет чисто». Те, кто сегодня выходил на сцену, весь год участвовали в субботниках, сажали деревья, пересели на велосипед. 7,5 участников сказали «Будет чисто». Мы должны оставить после себя чистый воздух, должны оставить после себя чистую воду и в целом, конечно, сохранить природные ресурсы. 3 дома из 74 счастливых новосела сегодня в Арске. День переезда. Здесь сдали долгожданное жилье, построенное по соципотеке. Ключи от квартир получили ветераны Великой Отечественной, бюджетники, дети-сироты. Когда в новом микрорайоне появится детсад и парк, выясняла Альбина Слугараева. Здесь у нас будет кухонный гарнитур, тут у нас будет обеденный стол. Мы же так распланировали. Просторная трехкомнатная по сравнению с однушкой, в которой ютилась семья Ахуновых, конечно, не сравнится. У них 2 сыновей, дети мечтали о переезде. Семья получила жилье по социальной ипотеке. Приметили, все уже обставили, как, что, где, как будет. Долго ждали квартиру? Ждали мы 5 лет. Первым делом проверяет, как все работает. 11 лет назад в очередь на получение жилья встал Ильшат Салихов. Он сирота, воспитывался дядей и тетей в деревне Новый Кенер. Квартира пришлась кстати, молодой человек недавно женился. Есть все, что надо, минимально, вот газовая плита, раковина, там, унитазы, газовый котел, все, что надо для минимальной жизни. Тут остается только мебель и столы, там, стулья, то, что надо уже для бытия. Новый микрорайон в Арске вырос буквально за год. Назвали его Северный, но сегодня здесь тепло, ключи от квартир получают 74 семьи. И соципотека, и ветераны, и дети-сироты. В общем, мы реализуем те программы, которые сегодня, благодаря нашему президенту, нашему правительству, реализуются в нашей республике. Если говорить о цифрах, то в целом по республике за год новоселье отметили 1900 семей. До конца года еще будут сдачи и открытия. В перспективе микрорайон еще будет разрастаться. Здесь появятся жилые дома. Сейчас в очереди на социальную ипотеку в районе еще 200 человек. Альбина Слугараева, Вадим Ларионов, ТНВ, Арск. Согласно федеральному закону, каждый собственник должен пройти обязательную процедуру технологического присоединения объекта недвижимости к электрическим сетям. Что для этого нужно? Об этом далее. Жилищное строительство развивается. Количество новых потребителей электроэнергии растет. Только с начала 2018 года в сетевую компанию поступило более 17 тысяч заявок на подключение к электрическим сетям. Примечательно, что 41% через личный кабинет на сайте сетевой компании. А когда вы к ним подойдите, подпишите, приезжайте к нам? Подать заявку на технологическое подключение можно в Центре обслуживания потребителей, независимо от того, где в республике находится планируемый к присоединению объект. 1591 кабель кладем на 15. Принятая заявка направляется на обработку к инженерам филиал сетевой компании «Казанские электрические сети», где специалисты формируют техническое решение и разрабатывают проект договора технологического присоединения. Да, Вера. Далее следует реализация принятого технического решения, которое выполняют проектные и специализированные электромонтажные организации. Они могут построить воздушную линию, провести коммуникации в кабеле или установить новую трансформаторную подстанцию. Исполнение договора технологического присоединения – это далеко не бумажная работа. Это работа, требующая координации усилий, как практически всех сотрудников компании, и технических, и экономических служб, так и подрядных организаций. После выполнения всех необходимых работ по условиям договора, как со стороны заявителя, так и со стороны сетевой компании, и после подачи напряжения заявителю выдается акт об осуществлении технологического присоединения. Этот документ фиксирует фактическое присоединение к электрическим сетям. Работы по возведению электрических сетей закончены, можно подключать дом к электроснабжению. Стоит отметить, что приборы учета устанавливаются на опоре, проверять их исправность и снимать показания счетчика можно, не заходя в дом. На сегодняшний день данная процедура с момента принятия заявки до подключения в соответствии с законодательством занимает от 4 до 6 месяцев. Ленар Гинатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Кооперативное жилье. Быть или не быть? Сегодня в Казани этот вопрос обсуждали всей страной. В связи с ужесточением требований к долевому строительству, по мнению экспертов, на смену ему может прийти кооперативное. Какие законы нужно поменять, чтобы программу достойно встретить? Об этом Сергей Хайдаров. На сегодня в Казани существует 2 жилищно-строительных кооператива. И один из них – это городок Казанского федерального университета, в котором мы сейчас и находимся. Здесь уже есть электричество и вода, а до конца года обещают провести еще и газ. Но если посмотреть на этот городок немного с высоты, то можно увидеть весь его масштаб. Всего сюда смогут заселиться 130 семей сотрудников университета. Площадь от 100 до 150 квадратных метров. Земля бесплатна, заплатить нужно только за строительные работы. Кто войдет в этот кооператив, решали коллегиально, исходя из ряда критериев. Должен быть педагогический стаж не менее 5 лет, либо быть молодой семьей. Самое главное, чтобы человек имел возможность финансировать, потому что это самофинансируемая самоорганизация граждан. Не кочегары мы, не плотники. Сами платим, сами строим и сами будем жить. Это девиз кооперативного строительства советских времен. Было популярным и востребованным, потому что люди такой системе доверяли, говорят сейчас эксперты. Возможно ли ее возродить? Сегодня обсуждали специалисты со всей страны. Мы вспоминаем те кооперативы. Это главное было, что люди понимали, что они собственники. Они отвечают за весь дом. Конечно, это их дом, это совместное имущество. И тогда не будет проблем. Кто будет убирать общие площади и так далее. Были обманутые дольщики, нужно избежать обманутых пайщиков. В один голос говорят эксперты. Минимизировать риски и помочь кооперативам. Для этого изменения в законе и новая федеральная программа. И здесь государство будет активно участвовать в этом процессе, как в выделении земли, так и в предоставлении льгот каких-то по кредитам, которые неизбежны, к сожалению. С 2012 года в Татарстане в безвозмездное пользование кооперативам переданы 24 земельных участка площадью больше 1000 гектаров. У государства очень ограниченные возможности предоставлять жилье. А жилищный кооператив позволяет именно демократизировать этот процесс и рынок несколько расширить возможности. Осталось законодательно доработать чуть-чуть, там есть некоторые нюансы. ЖСК как альтернатива долевому строительству. Это реально, говорят эксперты, но пройдет не менее 1,5 лет до принятия соответствующего закона. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Я напомню, что у нашей информационной службы есть WhatsApp 8 987 420 0101. Номер круглосуточный. Пишите свои новости, присылайте фото, прикрепляйте видео. Этот номер сейчас есть и на нашем сайте tnv.ru. Вы его сразу видите в правом верхнем углу. Это новости Татарстана. И вот о чем далее. Высокое качество медицинских услуг и удобства для пациентов. Шли, нас быстро приняли. Сейчас пойдем на снимок. О модернизации лечебных учреждений Татарстана расскажет Зарина Ахметова. Контрасты Японии. В Казани открылись Дни японской культуры. Об этом Анна Городнова. Улучшить жизнь каждой семьи. Для этого 12 новых нацпроектов, обозначенных Владимиром Путиным в своем послании. Качественные дороги, жилье, поддержка демографии, образование и другое. Сегодня в Москве в Доме правительства обсуждали дорожную карту предстоящих работ. Подробности у Дины Газалиевой. Утренняя морозная Москва сегодня собрала всех руководителей регионов страны. Вопросы поддержки демографии и создания современной транспортной инфраструктуры, новые проекты в области энергетики и здравоохранения, а еще снижение уровня бедности, устойчивый рост реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий для 5 миллионов семей ежегодно. Все это темы 12 новых национальных проектов, которые в своем послании Федеральному собранию весной анонсировал Владимир Путин. Сейчас финансисты считают стоимость проектов, и это рекордные 5,5 триллионов рублей. Буквально 6 дней назад президент страны собирал членов правительства, лидеров регионов и бизнесменов в Кремле. Речь на профильном совете как раз шла о стратегическом значении всех этих направлений для развития России и комфортной жизни каждого россиянина. Деньги не только бюджетные, спланированные на 3 года вперед, но и выделенные для реализации национальных проектов крупным бизнесом. Финансовая поддержка является основным приоритетом при формировании. Сегодня в Доме правительства уже детально с регионами в рамках специальной комиссии обсуждали финансовую сторону вопроса. Государственной Думой в первом чтении бюджет проектов одобрен. На
Наша задача сейчас между первым и вторым чтением сейчас доработать уже с субъектами Российской Федерации все наши, свести проекты, федеральные проекты, довести до субъектов Российской Федерации. Времени мало, как мантру сегодня повторяли российские вице-премьеры. Регионам нужно поторопиться и сделать свои дорожные карты по выполнению заданий президента. А от Татарстана поручение правительству выслушал премьер Алексей Песошин. Самое главное, чтобы те цели и задачи, которые поставлены в указе, были распределены по каждому субъекту Российской Федерации. Вот это основная наша задача. Времени мало. Главный итог сегодняшнего совещания в правительстве страны. Представители регионов уехали к себе домой с заданиями оперативно составить план выполнения национальных проектов на своих территориях, вписав в них свои же целевые показатели. Позже это будет согласовано в правительстве страны, чтобы уже с Нового года началась предметная работа. Дина Гзалиева, Александр Ярошов, Павел Тюкавкин, ТНВ, Москва. Один из основных вопросов – включение бюджетных заявок от Татарстана в федеральные нацпроекты. Помочь в этом республике должны наши думские депутаты. Сегодня с ними встретился Фарид Мухаммедшин. Выездное совещание прошло на базе Казанского авиационного завода. Участники ознакомились с модернизацией предприятий и говорили о межбюджетных отношениях между Казанью и Москвой. По национальным проектам в федеральном центре появились деньги, которые будут распределяться между регионами, между субъектами Российской Федерации. Нам немедленно надо, буквально с этого часа, выходя из этого зала Капо-Горбунова, нашим министрам, министерствам, ведомствам, профильным председателям комитетов Государственного совета, вместе с закрепленными депутатами от Татарстана, приступить к тому, чтобы мы свою долю могли притиснуться и показать. В течение 6 лет из всех источников будет направлено на реализацию национальных проектов 28 триллионов рублей. Ранее озвучивалась сумма 13. В настоящее время формируются региональные составляющие указанных национальных проектов. Наша задача максимально активно принять участие в их реализации, защитить региональные проекты на федеральном уровне с целью привлечения максимально возможного финансирования в Республику Татарстан. Защита прав граждан России, Конституции, нормы международного права, развитие правовой системы. Правоведы обсудили самые актуальные вопросы юриспруденции. Международную конференцию посвятили 25-летию принятия Конституции России. С докладами выступили эксперты ведущих научных институтов из разных регионов страны. Обсуждения приурочены к 3-м конституционным чтениям республики. Участие приняли федеральные судьи и практикующие юристы. У нас и практиков, и для ученых формат вот такого общения, он очень полезный. Потому что мы работаем со своими проблемами, ученые, теоретики со своими, а вот сегодня как раз это площадка для обсуждения. Работать стали лучше, а теперь они еще и приветливы. На треть в республике стало больше тех, кто доволен работой врачей. Причину этого глава Минздрава видит в модернизации медучреждений и смене отношений к пациентам. Как ремонт подтягивает и уровень обслуживания, выяснила Зарина Ахметова. Теперь альметьевцам на прием к травматологу через автомат. Он выдает тот самый заветный талон. Когда в холле поликлиники появился он, живых очередей уже не стало. Сегодня пришли, нас быстро приняли. Сейчас пойдем на снимок. Круглосуточный травмпункт появился в поликлинике в прошлом году. Его оснастили в рамках республиканской программы модернизации лечебных учреждений. Саму поликлинику отремонтировали. Теперь здесь красиво как снаружи, так и внутри. И все за 178 миллионов рублей. Теперь врачи учат работать на новейшем оборудовании. Это аппарат флюорограф, маммограф. Это рентгенский денситометр, который нам дает именно обследовать костную систему людей. Также было выделено 2 аппарата УЗИ. Это экспертного класса и высокого класса. В программу модернизации медицинских учреждений республики вошло 189 объектов. На сегодняшний день уже больше половины сданы в эксплуатацию. Это 55,5%. 105 обновленных объектов уже работают на полную мощность. Ремонт одно, другое дело обслуживание и его качество. Сейчас стандарт «Дружелюбная поликлиника» должен прийти во все районы и города. После самой актуальной останется проблема нехватки узких специалистов. С этого года мы готовим специалистов уже как после выпуска с медицинского университета, медицинской академии. Мы дали больше квот по ординатуре. Второе, мы централизуем, например, службу в 2 центрах. Один на
в Приволжском районе, второй в Московском. Со следующего года в республике особое внимание онкокластеру. Построят новый онкокорпус в ДРКБ. Обновят филиалы диспансера в Альметьевске и Челнах. Это позволит концентрировать все силы в борьбе с новообразованиями. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Альметьевск, Казань. Проекционное шоу, выставки каллиграфов и художников. И все это в Казанском Кремле. В Татарстане сегодня стартовали Дни культуры Японии. Насколько она многогранна, увидела Анна Городнова. Сила в движении, а в танцах ритмы карате. В Казань Сакакура Кацуми привез свое знаменитое проекционное шоу. Он побывал с ним в 35 странах мира. Этим номером открываются сегодня Дни японской культуры в Казани. Именно в Татарстане я почувствовал этот микс национальностей. Здесь история, культура такая же глубокая, как и в Японии. Всего я писала около 20 икон. Отлично говорит на русском и уже 2 года живет в Москве. Хироку Кадзуки пишет иконы 20 лет. Новая работа – список казанской иконы Божьей Матери. Это чудо, которое икона, как чудотворная. Японские мотивы слились с каллиграфией татарстанских художников. Тугры Владимира Попова и Розы Хузиной, сакура из кожи Ольги Черкасовой. У искусства нет границ. Мы открываем Дни культуры Японии в Российской Федерации, в Республике Татарстан. Основная миссия таких проектов – сохранение нашей богатейшей, многогранной культуры. Объем торговли между Японией и Россией растет, говорит посол. И культура – неотъемлемая часть сотрудничества. В рамках Года культуры запланировано более 400 мероприятий. Фестиваль сегодня – это только начало большой программы. Познакомиться с японской культурой казанцы могут еще до 10 ноября. В ТЮЗ приедут японские актеры, повара и модельеры покажут мастер-классы. А в кинотеатрах показ японских фильмов. Анна Городнова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Продолжение выпуска о погоде, после чего на ТНВ вызов 112. Ну а я прощаюсь до следующего выпуска, он в 21:30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Рубин не проигрывает 11 матчей подряд. Не смог остановить команду Курбана Бердыева даже грозный «Спартак». На стадионе «Казань-Арена» прошел один из самых необычных поединков российского чемпионата. Команды не досчитались своих лидеров, а москвичи и вовсе вышли на поле под руководством нового тренера. Вместо итальянца Массимо Карреры на поле команду вывел Рауль Рианчо. Кроме этого, потери были и в составе «Рубина». За день до матча на тренировке травму получили лидеры Азмун и Могилевец. С пенальти Камбара вывел «Спартак» вперед, и казалось, после 10 матчей без поражения Рубин прервет эту серию. Но молодой Егор Сорокин думал иначе. Выйдя на замену, он сразу же первым касанием отправил мяч в ворота. Итоговый счет 1-1. Рубин сохранил 7-ю строчку в турнирной таблице. От второго места нашу команду отделяет всего 1 победа. Напрашивалось давление в центре, потому что все, что мы атаковали, вот именно в центральной части поля, не хватало давления. Бухаров вышел неплохо, и вот здесь нужен был второй игрок, кто мог бы вверху выиграть единоборство, подобрать и так далее. Тем временем хоккеисты Акбарса и Нефтехимика начали получать приглашения в свои сборные. Пока не все команды опубликовали окончательные списки. В ряды сборной Швеции официальное приглашение получил нападающий Акбарса Антон Ландер. В текущем сезоне он провел за Акбарс 23 матча, в которых набрал 20 очков. По показателю полезности шведский форвард входит в 5 лучших игроков лиги. 3 нападающих Нефтехимика вызваны в сборную Финляндии. Это Микаэль Рухомаха, Юссу Пустинин и Йонас Нятинен. Первый этап Еврохоккей-тура пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября. В турнире примут участие сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. И в завершении к новостям водного пола казанский «Синтез» выиграл дома 2-й матч 6-го тура чемпионата России у подмосковного «Штурма-2002». Сценарий игры получился, как и днем ранее, предсказуемым. Финальная «Сирена» зафиксировала на табло счет 15-3 в пользу казанцев. Самым результативным игроком дня вновь стал Алексей Ружов-Оленичев, забросивший в ворота соперников 4 мяча. Благодаря очередному успешно проведенному туру чемпионата России, в котором наша команда показала 100% результат, «Синтез» поднялся в турнирной таблице на 2-е место. Игры 7-го тура казанцы проведут на выезде 2 и 3 ноября против астраханского «Динамо». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.
Здравствуйте. Холодный атмосферный фронт принес в Татарстан значительное понижение температур. Особенно это заметно в ночные часы. Более подробно после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево дневные температуры около 0 градусов. Будет ясно. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность. Днем воздух прогреется до +1. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске местами возможен снег. Столбики термометров покажут 0 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе будет ясно, без осадков, +1. Для юго-запада 31 октября будет солнечным. Днем воздух прогреется до 2 градусов. В центральных районах также осадки не ожидаются. Столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В четверг небо затянет облаками. Местами пройдут осадки, температуры станут выше. Спонсор прогноза погоды ООО СМУ номер 12. Торопитесь приобрести однушки и двушки по выгодной цене. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Хотите посмотреть? Приезжайте. Запись по телефону 561 08 81. Хотите встречать рассвет из окон своей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс «Приволжский». Успейте приобрести квартиру с индивидуальным отоплением в кирпичном доме. Звоните 561 08 81. В Казани будет солнечно, без осадков. Дневные температуры 0+2. Ветер западный умеренный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы 774 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.